Село, которое расцветает. Свою рабочую поездку в регионе первый замминистра сельского хозяйства России начал с селения Вежари. Гости проверили ход работ на всесезонной многофункциональной спортивной площадке. Строительство началось только около 2 месяцев назад, сдач планируют до конца ноября. Джамбулат Хатуов поинтересовался проектом объекта и материалами, которые будут использовать рабочие. Рядом со спорт-объектом находится общеобразовательное учреждение. Делегация направилась в среднюю школу номер 10, где сейчас проводится капремонт. В отношении кровли здесь работали вообще все специалисты. Сразу хороших рабочих, проверим. В единственной местной школе на 240 мест, которую построили еще в 1995 году, учиться было невозможно. Масштабная реконструкция началась после поручения главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова летом этого года. Систематически левое крыло нашего здания у нас закрывалось надзорными органами, потому что там были сквозные трещины. Штукатурка часто падала на голову учащихся. Я могу передать радость и своих учащихся, и педколлектива. Работы планируют завершить в конце ноября, а пока детишек возят в одну из малгобекских школ. Тем временем не утихает шум и на еще одном участке, где строится дошкольное учреждение на 120 мест. Пару лет назад представить в селе собственный детский сад было чем-то нереальным. Строители сейчас работают над каркасом. В двухэтажном здании с цокольным этажом будут созданы все самые современные условия. Проинспектировали еще одно важное строящееся здание. В селе Вежари с июля возводится фельдшерско-акушерский пункт. Здесь будет более 12 кабинетов, необходимая техника и условия для медиков. Объект планируют сдать в эксплуатацию летом 2021 года. Условия здесь будет работать фельдшер, будет процедурный кабинет, перевязочный кабинет, кабинет акушера. В общем, все, что необходимо для фельдшерско-акушерского пункта. Старый ФАП находился в приспособленном помещении с 1973 года. Поэтому, конечно, это радость для всего населения и для медработников в том числе. В Вежари небольшое село, в котором проживают более 1000 человек. И все они очень рады долгожданным переменам. قلت إحنا يرت باقي كان إيش يجدول الحمد لله يحم حتحدول ده يرتواش خلرا غد هذا ضاق بركلوال. Проверила инспекция и готовые объекты. Так, в этом году в Кантышево открылась новая школа на 540 мест. Там наверху учебные корпуса, по этому коридору еще кабинеты, мастерские и прочее. Вот. В принципе, все для того, чтобы дать образование. Замечательное настроение, с большим удовольствием работают, передают свой опыт, свои знания. Вот. Дети тоже показывают неплохие знания. Просторные учебные классы, столовая, спортзал. Для детей созданы все условия. حيا условия ждики бирж бири дой ной уқсболх беш бахи хархой рязбы дишгерт бирж. Все эти объекты строятся и реконструируются в рамках госпрограммы Минсельхоза России, поэтому очевидно, что их тщательно проверяет первый замминистра сельского хозяйства России. Качество жизни, снизить бедность, повысить занятость сельчан, создать комфортные и экологически благоприятные условия для проживания на селе, обеспечить транспортную доступность и не только. Все это в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая была запущена в мае прошлого года. Она пришла на смену программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Без внимания не остались и объекты, которые строятся в высокогорных селах региона. Джамбулат Хатуов пообщался с подрядчиками через видеосвязь. В селении Ляжги ведется строительство сразу 2 значимых объектов – Дома культуры и спортивной площадки. Из-за сложного горного рельефа работы немного затянулись. Сейчас должны, по идее, вестись работы финального нанесения покрытия. Ну, по идее. А вы еще занимаетесь бетонными работами. Небольшое расставание из-за предгорья, из-за того, что местность у нас скалистая, из-за этого мы чуть-чуть отстали от графика. Несмотря на это, спортплощадка будет готова до конца года, как и каркасная часть нового Дома культуры вместе с кровлей. Между тем, Джамбулат Хатуов поинтересовался и ходом установки модульных очистных сооружений в многоквартирных домах Джейрасского района. Оборудование, прежде чем замонтировать, нами была подготовлена площадка по технологическим чертежам, ранее
Да. Значит, здесь предварительно пришлось, значит, вырыть котлован, проработать отбойником, значит, каменная порода сплошная. Монтажные и пусконаладочные работы скоро завершатся. Запуск планируют до конца этого месяца. Джамбулат Хатуов высказал свои предложения и пожелал удачи в работе, отметив, что весь процесс будет держать на личном контроле. Зелимхан Калоев, Ахмед Гандаров, Новости 24.